Распределение соцвыплат, алименты и преступления. Вы имеете право снимать деньги с разрешением опеки, то есть в интересах ребенка лечение, обучение и улучшение жилищно-бытовых условий. Какие темы обсуждались на встрече? Как решать конфликты внутри семьи? Медиация – такое модное слово, которое, в принципе, обозначает решение. На помощь может прийти медиатор. Новое заседание по делу акушера-гинеколога, которого обвиняют во взяточничестве. Хочу обратить внимание, что никто из так называемых взяткодателей пациенток в суде при даче показаний не пожелал вернуть им перечисленные мне денежные средства, признать себя потерпевшей. На этот раз подсудимый рассказал свою версию событий. Спортивные нормативы и теоретические знания. Как пожарные сдают экзамены. В Леногорске обсудили работу аграриев в 2025 году. В Бавлах изучают старинный быт татарского народа. Обо всем этом расскажем на нашей рубрике «События Юго-Востока». Здравствуйте, это новости Юго-Востока, в студии Хаким Гималединов. Сегодня отмечается Всероссийский день правовой помощи детям. В Альметьевске в эту дату ежегодно проходит встреча социальных работников с жителями. В формате диалога здесь поднимаются вопросы правовой и юридической помощи. Сегодня самым частым вопросом от пришедших стало распределение социальных выплат. Может ли родитель-опекун купить ребенку электросамокат, велосипед или отправить его на спортивные кружки? Вы имеете право снимать деньги с разрешением опеки, то есть в интересах ребенка лечение, обучение и улучшение жилищно-бытовых условий. Самокат к какой категории относится? Ни лечение, ни обучение, ни улучшение жилищно-бытовых условий. Это у нас прописано. А вот записать подопечного ребенка на занятия спортом можно. Также острой проблемой является выплата алиментов, если родители лишили родительских прав. Помимо юридических вопросов, задача опеки и других социальных служб – следить за условиями жизни детей. У нас по приказу министерства мы выезжаем 2 раза в год опекунским семьям, приемным семьям, то есть проверяем жилищно-бытовые условия. Также ежегодно у нас проводится психологическое обследование на факт выявления неблагополучия, либо там жестокого обращения. В Альметьевском районе за 5 лет число случаев лишения родительских прав снизилось на 30%. На учете сейчас в основном дети-сироты. Обсудили на встрече и преступления несовершеннолетних. Подростки чаще становятся дроперами или промышляют магазинными кражами. Чтобы препятствовать этому, специалисты усиливают работу со взрослыми. Классный руководитель, он каждым ребенком занимается, то есть он понимает, ребенок вот в школу пришел с настроением, скажем, потом ушел без настроения, то есть он это видит, чувствует, должен, во всяком случае должен, классный руководитель это видеть, понимать, и бывают случаи, что они говорят, что с ребенком что-то не так, например, и родители говорят. Сегодня на учете отдела по делам несовершеннолетних числится 122 подростка и 108 родителей. Самое главное, чтобы и законные представители общались с ребенком, то есть выясняли, почему, например, если настроение у ребенка не почему, то есть выявить причину, почему ребенок у нас без настроения, либо у него какие-то эмоциональные качели, скажем так. Самое главное – контакт, общение, контакт. Марина Юрьевна, Эльвира Шакирова, новости Юго-Востока. К другим темам. Альметьевская управляющая компания «Алсу» стала худшей в республике по качеству работы в октябре. Госжилинспекция оценила работу жилищников 3,71 балла. Эта управляющая компания недавно получила 125 тысяч рублей штрафа за несоблюдение лицензионных требований в обслуживании 35-го дома на проспекте Строителей. Его жители обратились в Госжилинспекцию сразу с 2 жалобами на антисанитарию в подвал. Там выявили разлив канализации, насекомых, трупы крыс и коррозию труб. Проблема управляющей компании носит системный характер. В ГИС ЖКХ не подтвержден номер аварийно-диспетчерской службы. Отсутствуют акты работ по всем подшефным 208 домам. Данные по приборам учета неполные, а часть платежных документов скрыта. В госуслуге «Дом» нет показаний счетчиков. У 16 домов отсутствуют данные об инженерных сетях. Сотрудники ООО «УК Алсу». В октябре ваша работа оценена всего на 3,71 балла. По данным аппарата уполномоченного по правам человека в РТ,
Жители Альметьевского района недовольны вашей работой. Вывод сделан на основе анализа отзывов на портале госуслуг, который делает каждый месяц аппарат уполномоченного. И к новостям из Альметьевского городского суда. Рассмотрение уголовного дела о получении врачом-гинекологом 8 эпизодов взяток вышло на финальную стадию. Подсудимый дал показания, в которых рассказал свою версию произошедшего. Подробнее из зала заседания наш корреспондент. Денежные переводы были лишь формой добровольного волеизъявления, благодарности мне как врачу, акушер-гинеколога от пациента. С таких заявлений подсудимый начал дачу показаний. Он обвиняется в 8 эпизодах взяточничества. Мужчина уверен, уголовное дело появилось лишь после конфликта с руководством больницы. А сами роды по закону являются бесплатной медпомощью. И все переводы пациентов, если и были сделаны, то в благодарность. Все действия по сбору показаний в отношении меня произошел лишь спустя несколько лет после самих событий. Это связано это может быть, как я субъективно считаю, и при этом никого не обвиняю, с моим конфликтом, с конфликтными отношениями с руководством. Хочу обратить внимание, что никто из так называемых взяткодателей пациентов в суде при даче показаний не пожелал вернуть им перечисленные мне денежные средства, признать себя потерпевшей. В своих показаниях врач полностью отрицает вину и ставит под сомнение работу прокуратуры. Приняли ли вы меры к разрешению данных вопросов? Или эти обстоятельства, как и останутся без реакции прокуратуры? Тогда возникает вопрос, почему я, как взяткополучатель, привлечен к уголовной ответственности, а взяткодателей нет? Почему указанные лица, соответственно, дали указанные показания, которые легли в основу вашего обвинения? Таких заставили, об этом же весь город говорит. Им сказали, что мы сейчас на вас возбудим уголовные дела по статье 291 КРФ «Дача взятки». И они все подписали молча. А на вопрос судьи, почему он принимал роды только в одной палате, врач пояснил, дело только в особенностях родовых залов. Я могу встать вот так вот и работать на уровне своих рук, да, то есть не надо мне наклоняться. Только вот, да, только из-за регулировки стола мне удобно работать именно за этим. А всех остальных доктора, которые небольшого, им без разницы, где принимать роды, потому что им удобно и так. Рассмотрение дела подходит к завершению. Следующее заседание состоится 3 декабря. Стороны выступят с судебными прениями. Эльвира Шакирова, новости Юго-Востока. Какой стиль воспитания лучше для ребенка? Как помочь решить конфликт при разводе? На эти вопросы ответит способ семейной медиации, где медиатором будет психолог. Его задача не разбираться с глубинными психологическими проблемами, а найти выход из ситуации. Альметьевские психологи прошли обучение современному методу работы в Центре психологической поддержки НУР. Тему продолжит Елена Бауэр. Дом без крыши или крыша без дома? Где дом – это семья или отношения, а крыша – один из супругов или родителей. Такую задачу решают психологи Альметьевска на тренинге по семейной медиации. Медиация – такое модное слово, которое, в принципе, обозначает решение конфликта. Сейчас живем такие времена, когда все меньше общения, все меньше социальных навыков и эмоциональной зрелости. Ну, что имею в виду, да? Если раньше дети, допустим, спали на печке, там, 10 человек, они вынуждены были общаться, и это помогало им разговаривать вместе. И это помогало уметь решать конфликты на маленьком уровне. В современном мире порой для выяснения отношений между супругами или родителями и детьми нужен третий человек – медиатор. Он не занимает чью-либо сторону, а действует нейтрально, чтобы помочь участникам конфликта услышать друг друга. Для тренировки местным специалистам раздали билеты с задачами. Сейчас мы разбираем как раз ситуацию. Попустительский стиль воспитания, когда ты позволяешь ребенку все. На самом деле он не работает. Ребенку, как и нам, взрослым, у нас же есть законы, которые нас защищают. Мы же понимаем, что можно, а что нельзя. Дети в силу своего возраста и особенностей, они не все правила знают, это естественно. Мы, родители, должны в первую очередь выстроить доверительные отношения с детьми и устанавливать правила
важные, которые мы понимаем сейчас в своем возрасте, они еще нет. Часто медиация используется при разводе, когда нужно договориться о месте жительства детей, порядке общения с ними и разделе имущества. Порой эти процессы сопровождаются эмоциональными бурями. Правильно их выплеснуть тоже помогает медиация. Если я внутри себя киплю, мне больно, плохо, я потом как взрываюсь. Да? И так бы я сказала там: здравствуйте, пропустите меня, пожалуйста. А так я говорю: ну я уже там, пройдете или нет. Вот. И я считаю, что это вообще очень важная тема. И чем дальше мы живем, тем она все более актуальной становится. Кроме психологов, обучение прошли специалисты управления образования, соцзащиты и учреждения молодежной политики. Теорией и практикой они занимались почти 6 часов. В программе техники медиации, нормативно-правовые основы, алгоритм работы, способы профилактики конфликтов. Спикер приглашен за счет средств муниципального бюджета в рамках программы профилактики правонарушений. Искусству семейной медиации в Альметьевске обучали впервые. Год назад психологи отрабатывали навыки по помощи в решении конфликтов между сверстниками. Елена Бауэр, Павел Храмов, Новости Юго-Востока. Огнеборцы 27-й пожарной части сдали ежегодный экзамен. В него входит проверка физических навыков и теоретических знаний. Среди спортивных дисциплин для женщин силовые упражнения и челночный бег. Для мужчин подтягивание, челночный бег и штурмовая лестница. Залезть по штурмовой лестнице на 2-й этаж и выше. Такая задача часто стоит перед пожарными в их повседневной работе. На территории учебно-тренировочного комплекса высотность этажей и размеры оконных проемов усреднены, а 1-го этажа нет совсем, так как в реальности попасть на него с улицы можно без лестницы, обуздать которую невозможно, будучи в плохой физической форме. Михаил Степанов трудится в пожарной части номер 27. Мужчина – заместитель начальника. Он и его коллеги-руководители, инженеры и начальники караула сдавали традиционный экзамен. Для мужчин 3 норматива. Кроме штурмовой лестницы и челночного бега, еще подтягивание. Данная проверка уровня профессиональной и физической подготовленности личного состава легвардных подразделений проводится у нас ежегодно. Так как мы осуществляем охрану объектов топливно-энергетического комплекса, для надежной защиты данных объектов личному составу, всему личному составу легвардных подразделений просто необходимо иметь соответствующий уровень как профессиональных, так и строевых физических навыков, которые огнеборцы отрабатывают на занятиях в течение года. Это помогает справляться с огромными нагрузками во время чрезвычайных происшествий. Экзамен сдают не только опытные сотрудники, но и новички. Первый год, как правило, те работники, которые принимаются в наше подразделение, первый год они проходят иногда, если в начале года были приняты, то в конце года они проходят проверку, но оценка может быть завышена. Итоговая оценка складывается не только из спортивных умений. Пока одни сдавали нормативы, другие проходили аттестацию по теории. У нас теоретических 7 дисциплин. Там тактика, профилактика, техника, охрана труда. То есть эти дисциплины, которые как раз проверка знаний для того, чтобы наши подразделения могли функционировать и развиваться. И, конечно, выезжать на пожары и спасать жизни. Елена Бауэр, Павел Храмов, Новости Юго-Востока. Снежными пейзажами уже можно любоваться в картинной галерее Альметьевска. Там открылась выставка «Образ зимы». Она приурочена к 50-летию галереи, представлены 80 работ 26 художников со всей страны. Экспозицию дополнил аромадизайн, который помогает еще больше погрузиться в морозную атмосферу. Парфюмерия такая штука сложная, когда мы говорим слово лаванда, в парфюмерии, вместе с виноградом, вместе с имбирным печеньем в смеси они дают очень сложную композицию. Но в любом случае это такое, ощущение благоухающего пространства, и в конечном итоге это было призвано совместить два таких элемента. С одной стороны, уют зимней гостиной. Главные события города и района есть на нашем сайте. Если хотите оперативно узнать свежие новости, подпишитесь на наш телеграм-канал. Предложить тему для выпуска можно, написав нам в мессенджер. А в следующей части мы расскажем о том, что происходит в других городах Юго-Востока.
2025 год стал для аграриев Лениногорского района успешным. Вдвое больше, чем в прошлом году, собрано зерна и произведено мясо. На треть больше молока. Выросло поголовье коров и свиней. Все эти цифры были озвучены на слете работников сельского хозяйства. Около 1000 работников аграрного сектора района обеспечивают лениногорцев основными продуктами питания. На слет приехали 100 сельских тружеников. Передовикам вручили благодарственные письма, почетные грамоты Министерства сельского хозяйства России, Татарстана, Лениногорского района. Направление для развития есть, стремиться куда есть, задачи нужно ставить амбициозные. Я знаю, что инвестиции хорошие в головах у всех выносятся, но сегодня дорогие деньги. В любом случае, какие вопросы возникают у всех присутствующих здесь, у руководителей, у предпринимателей, у КФХ, у ЛПХ, мы всегда, наши двери открыты, всегда все инициативы будем рассматривать, возможности поддерживать. В Лениногорске прошло открытое первенство и чемпионат по спортивной акробатике. Эти соревнования ежегодные. Более 300 участников соревнований по спортивной акробатике представили 8 городов Татарстана – Альметьевск, Бугульму, Казань, Лениногорск и другие. Прибыли спортсменки Пермского края и Башкортостана. Чемпионат стал отборочным туром на первенство Татарстана, который состоится через 2 недели. Здесь идет такая хорошая спортивная борьба, где мы выявляем самых сильнейших в тройках, в парах. У нас акробатика – это там 5 видов различные. Мужские пары, женские пары, смешанные, тройки, четверки. В общем, очень красивый вид спорта, который уже стучится в олимпийскую программу. В Лениногорске старшеклассники всех школ города и района сдавали нормы ГТО. В муниципальном этапе приняли участие более 250 ребят. Они стремились показать наилучший результат и побороться за заветный золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО. Более 250 ребят стремились показать наилучший результат и побороться за заветный золотой, серебряный или бронзовый значок ГТО. Очень активные школьники, да, у нас принимают участие, все заряженные, хотят победить, доказать, что у них золотой знак ГТО. Все спортсмены сегодня здесь. Это ежегодно мы проводим, даже несколько раз в год. Есть летняя сессия, зимняя, и таким образом определяем самых спортивных детей, подростков нашего города и района. Участники проходили различные испытания – бег, прыжки в длину, отжимания, подтягивания, поднятие туловища из положения лежа, наклоны вперед из положения стоя, челночный бег. Мы не в первый раз тут, уже во второй или в третий. До этого сдавали, но не получили значок. Надеюсь, в этом году мы сможем. Например, как узнала то, что будут отжимания, я дома за неделю, наверное, я поотжималась. Каждый день делала отжимания. У меня сначала было 5 раз, потом 7, 8 и так далее. С каждым днем все больше. Нас даже тренер учит не смотреть на других, не смотреть только на себя, то есть смотреть по своим результатам в прошлом и чтобы у тебя еще лучше было. 11-классники Старокувакской школы сдавали ГТО впервые, подготовились к испытаниям основательно и приехали за золотом. Нас обучал учитель физкультуры Сушков Данил Сергеевич. Каждую физру мы отжимались, подтягивались, прыгали, бегали. Сегодня я сдала наклоны, бег на 60 метров, прыжки в длину, отжимания. Все я сдала на золото, и все у меня получилось отлично. Осталось только пробежать большую дистанцию, и я рассчитываю на золотую медаль. Сдача нормативов ГТО – это не только возможность проверить собственную физическую форму. Для школьников это еще и шанс получить серьезные преимущества при поступлении в вуз. За выполнение нормативов ГТО вузы могут добавить от 2 до 10 баллов к результатам ЕГЭ. Айсулу Габасова, Роман Богатов. Новости Юго-Востока. В офисе Совета ветеранов прошли традиционные соревнования по шахматам на призы почетного гражданина Бавлов Марселя Мухамедшина. Мероприятие состоялось уже в 11-й раз. Испытать свои силы в мастерстве владения шахматными фигурами на этот раз собрались 10 человек. Каждому игроку давалось по 5 минут на всю партию. Игроки смогли продемонстрировать свое мастерство в формате кругового турнира, где каждый сразился с каждым. Судил игру мастер спорта Советского Союза, отличник физической культуры и спорта Республики Татарстан Загид Хабибулин. У нас очень много любителей шахмат, и с каждым годом у нас прибавляется количество шахматистов. Мы принимаем участие на всех республиканских, районных соревнованиях, и выявляются самые лучшие шахматисты среди ветеранов, пенсионеров Бавлинского района. В
В Центральной библиотеке Бавлов прошло интерактивное этнопутешествие под названием «Гостеприимный татарский дом». Участниками интерактивной экскурсии стали ученики школы номер 6. Старшеклассники окунулись в атмосферу старинного татарского жилища, изучили особенности быта, познакомились с образцами народной культуры. Гости узнали символическое значение узоров на старинных предметах и даже попробовали писать арабскую вязь гусиным пером и чернилами. Мы использовали во многом вещи, раритетные вещи, которые хранятся в личных архивах. Есть уникальные экспонаты, которым даже более 100 лет. Я надеюсь, что детям будет интересно. Для чего это нужно все делать? Для чего? Для того, чтобы они знали свои корни, для того, чтобы они знали корни даже, если не собственные, но тех народов, которые проживают рядом, для того, чтобы они знали какие-то азы, был интерес заложить фундамент вот этой межнациональной, межкультурной дружбы, в конце концов. Тут очень много задач, которые хотелось бы охватить, будем стараться. Также гости мероприятия смогли приготовить национальное татарское блюдо – кастыбый. Кухню организовали на 2-м этаже библиотеки. Чтобы приготовить это вкусное лакомство, понадобились посуда, необходимые продукты и электрическая плитка. Дети с интересом включились в процесс и сначала научились делать тесто для кастыбый. Затем наступило время для начинки. Изготовив лаваши, участники мероприятия начинили их картофельным пюре, а позже смазали растопленным сливочным маслом. Ну а после каждый смог съесть свое творение, запивая вкусным чаем из самовара. К слову, с задачей справились как девочки, так и мальчики. Так-то мне готовить кастыбы это было в новинку. Я сам-то из татарской семьи, мы все разговариваем на татарском. И мы часто готовим татарские блюда. Мне вот выпала возможность прийти и слепить кастыбы. Я вот сам даже видел, как моя бабушка готовила кастыбы. Она делала это со своей уверенностью. Она любила готовить кастыбы. Это одно из самых любимых моих блюд. Ученики школы номер 6 с увлечением участвовали в каждом этапе этнопутешествия. Атмосфера старинного татарского дома оставила для каждого из них незабываемые впечатления. А Ольга Абдрафикова, Булат Минязов. Новости Юго-Востока. Перейдем к погоде. Что ждет города Юго-Востока в ближайшие сутки? В пятницу, 21 ноября, в Альметьевске установится ясная погода. Температура воздуха днем составит +1 градус, ночью -5. Ветер юго-восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 763 миллиметра ртутного столба. В Азнакаево, Бавлах, Бугульме, Заинске и Лениногорске будет также ясно. Днем столбики термометров покажут -1 +1, ночью -6, -4 градуса. Ветер в основном юго-восточный до 5 метров в секунду. На этом мы завершаем сегодняшний выпуск новостей. Если вы не успели посмотреть начало передачи, запись доступна на нашем сайте. Также ЮВТ-24 представлен во всех основных социальных сетях. Мы будем рады получить ваши комментарии, вопросы и предложения. С вами был ведущий Хаким Гималединов. До свидания.